сказать, сохраняя девиз, сохраняя традиции, создаем будущее. То есть біздің ата-бабамыздың бізге қалдырған наследиесін сақтап, без прошлого нет настоящего, да? Біз ата-бабамыздан айырмаламыз ба, ата-бабамыздың қалдырғанынан. Сонымен біз создаем свое будущее, алға қарай басып бара жатырмыз. И сонымен қарағанда, қараңыз, бүгінгі күнгі неге адамдар ауырып жатыр, неге ауру көбейіп бара жатыр? Мен сіздерге қазір үш основной факторды айтам, факторов много, но это основные, да? Генная память. Когда мен айттым ғой, и компания у нас работает в правильном направлении, правильный выбор сделала. Смотрите, генная память. Бұл біздің ата-бабамыз қалдырған бізге. Окружающая среда. Питание. Вы согласны? Да. Играет важную роль? Да. Играет. Кстати, они ее пишут. Назад, смотрите. И здесь, вот смотрите, такое соотношение. 10% играет генная память, 10% наше здоровье и окружающая среда, и 80%, смотрите, питание. Обратите внимание на это. Это Коран. Генная память. Я хочу вам объяснить, генная память или нет. Это наследство, оставлено нам нашими предками. То есть, қалай олар өмір сүрді, қай жерде қалай өмір сүрді, қандай азық ішті, дұрыс тамақтанды ма, қандай іс-әрекеттер жасады, дұрыс па, дұрыс емес па, оларда пенде болмады. Қандай денсаулық болды ол кісілерде. Ол кезде де олар ауырды, бірақ көп ауырған жоқ, өйткені олар дұрыс өмір сүрді. В гармонии со Вселенной. Вот қазақ халқында өздеріне академия, қазақтарда өздерінің академиясы болған. Бұрынғы білімдерді, мысалға бала кездеріңізде естіп бердіңіздер, ананы сөйтуге болмайды, негесі жаман болады дейді, бірақ арақта айтпайды. Просто тіл аламыз да қоямыз, табалдырықты немен аттама, сөйтті біреу намазын аттама, мысалға жаңбырда жүгірме, өйткені найзағай айтпайды, уже были эти знания, да? Сондай зданиялар көп қазақта. Ол кезде тыңдамақ, біз енді соған біз ученыйлар арқылы через открытие мы возвращаемся и вспоминаем наши слова бабушек и дедушек, да, сегодня. Уже сөйтіп айтып еді ғой деп, уже есімізге түсе бастады. Енді қараңыз, окружающая среда, это то, вот, где мы находимся. Ауа, да, вот, ауамыз таза ма? Да? Не говорить даже не надо, вы все это знаете, да? Мы дышим грязным воздухом, потому что это последствия цивилизации, да? Поэтому важно прожить правильную жизнь, совершать правильные поступки, правильно питаться и все остальное. Енді салмағының қасиеті неде? Он содержит все вещества, которые нужны организму. Просто даже употребляя салмал и наш, например, Бипротек, вы можете просто прожить, даже организм будет насыщен всеми микро-макро, и он будет чистый, он будет насыщен. Но желудок мы тоже должен работать, поэтому мы кушаем, да? На сегодня мы, например, я себе хочу сказать, что я очень мало кушаю. Это совсем, наверное, это просто привычка это уже, да? Ну, кушать тоже надо, да? Потому что көзімізді, на рецепторларымызды, это тоже мы живем, мы живые люди, мы должны получать удовольствие. Пища – это способ получения удовольствия еще, да? Мы хотим что-то вкусненькое поесть, ой, анан жейм, это уже мы удовлетворяем свое эго уже, да? И я не хочу сказать, что только салмашымызды тамақ қоямыз, но намного меньше будете употреблять тамақтан, потому что клетки ваши насыщены. Мысалы, мен бұрын овощной магазинге кірсем, у меня была патологическая анемия, мен виноградты көрсем, я сезон вот этот осень не пропускала. Последний ақшама виноград сатып, еще ни с кем делиться даже не хочу, но делюсь, конечно, но она кимай жеп қойдым. А сейчас этого нет, потому что у меня патологическая анемия, то есть прошла, гемоглобин нормализовался, употребляя продукцию, да? Еще хочу объяснить такую, чуть-чуть пропустила, Мусалхашин, уникальность нашей продукции еще объясняется, знаете, чем мы сбалансированность стоит. Мусалхашин, это, по-моему, чуть позже. Да? Сбалансированность нашей продукции в чем?
Мысалы үшін, если жаңа мен айттым ғой, жирный тамақ ішсеңіз, это витамин В1, В12, да? Варенье это в основном витамин С, да? То есть мы употребляем такой витамин С, варенье, чтобы получить витамин С, да? А это каранс, если по отдельности, это мы почти что разрушили, да, микроэлементы. Но в саумале, мы же знаем, да, состав саумала? Там и витамин D, и витамин С, и витамин А, и вся линейка витамина В. По отдельности это антагонисты. То есть витамин С, витамин В1, В12 бірге жеуге болмайды, жаңа түсіндіңіз. Но здесь это сбалансировано, то есть он шли витамин D, знания косвенного, плюс новые научные открытия. Так же, как и сама компания, это вот руководитель Брестер Сауле Бассейна, ее мудрость соединена с новой энергией молодых, да, дочерей, с молодежью. Да? Это очень хорошая синергия. И на сегодня наша компания представляет продукцию, которая работает в синергии, то есть бронхобилименен жаңа открытиялар. Да? Это очень супер, да? Вот. Потому что есть научное подтверждение. Мы любим все, чтобы было подтверждение, да? И харанс, и наша продукция очень уникальная. Вот мы, сетевой маркетинг, там вообще все предлагают хорошую продукцию, да? Все хвалят свою продукцию. Ой, быстрее как что. Но я не знаю, насколько вы меня знаете, но я пришла сюда, потому что я 100% убеждена в этой продукции. Жұмысымды тастап осы жерге келдім. Неге? Потому что я видела то, как производится это. Я поняла, что мы убиваем. Я, например, свою нацию, свои потомки. Вы же должны думать об этом. Это мы берем. В этом плане я хочу сказать, маған импонирует именно артной лейтенант Ицхак Петасевич. Очень много его читаю, слушаю. Вот я знаю, что когда-то я предстану перед Всевышним. И я все делаю в этой жизни для того, чтобы нормально выглядеть перед Всевышним, чтобы мне не было стыдно. Но я же живу в этом мире, поэтому я тоже хочу в этом мире достойно прожить. И я все делаю для того, чтобы прожить эту жизнь хорошо. И в этом плане наша компания именно отвечает всем этим требованиям. Поэтому я сегодня здесь и сейчас. Да? И я хочу рассказать, в чем уникальность нашей продукции. Действие нашей продукции 3 в 1. То есть, что это такое 3 в 1? Да? Это очищение, восстановление и питание на клеточном уровне. Да? Это очень важно. Я не буду говорить, и жинаемость, не делаем, что организм нужно чистить. Да? Пылесосить етеміз, үйді тазалаймыз, ой кіріп болып кетіп бір жұмада бір нетпесең, это край уже үйіңе кіргің келмей қалады. Сол сияқты біздің организм тоже зашлакуется. Каждая клетка, она тоже питается, она выводит отработанную часть токсины, но мы это нарушаем. В идеале организм наш создан идеально, он должен работать. Но мы через питание, да, мы уже объяснил, как мы это портим, да. Потом разный кишечник, да. Нарушение режима дня являются сакральными продуктами, и на сегодня ученые уже по всему миру признают, что это лечебное питание. Отнесли их под классификацию к лечебному питанию. Так. Лечебное питание, деген түсіндіріп кетейін, у нас еще и врачи здесь есть, да? Это знаете, что такое? Лечебное питание, это вот, мысалға, мы когда заболеваем, всем назначают диету, да, какую-то. И даже қазақтың сөзі бар, ішің ауырса аузыңды тый деп, иә? Мысалы, уже тамақты ішкім келмей қалады, но организму энергия нужна. Даже при онкологии на сегодня тоже взгляды медицины очень быстро меняются. То, что было раньше, я же говорю, мы от Запада сегодня идет слияние западной и восточной медицины, потому что западная медицина поняла, что Восток – это знания, глубокие знания, которые именно на организм человека смотрят в целом, в связи со Вселенной, да, с космическими законами и в связи с законами наших предков, да, поэтому мы не должны отходить от себя. И это гораздо, в каких-то случаях, и во многих случаях, лечебное питание является основным лечением. На сегодня это вывод ученых.
Я не говорю, что нужно отменить медицинское лечение. Поймите правильно, это не лекарство. Вот самое главное, это не лекарство, да? Но это лечебное питание. То есть, если вы на кордоне здоровья, да, как мы получили это заболевание, да? Мысалы үшін май жедік та, одан кейін варенье жедік, бәрін солай істейміз ғой. И потом начинается панкреатит, гастрит, печень, ой, нажимают, и это уже сигнал того, что мы неправильно питаемся. И через она, это как бы ошайкана клин-клином выбивает, да, без питания сонной, без продукции. Через питание мы восстанавливаем.